исследовательская работа на тему героев в театре и кино по направлению отражения воинского подвига в литературе и искусстве. Авторы работ: Кузнецова Анастасия и Маркова Аделина, учащиеся 9 А класса Средней общеобразовательной школы номер 39 имени Георгия Александровича Чернова, города Воркуты. Кто же для нас актер? Мы привыкли видеть на сцене и в кино людей, играющих роли, которые никогда не расскажут реальную судьбу и чувства человека. Мы представляем их счастливыми, успешными, не знающими бед, купающимися в лучах славы, и совсем не знаем их порой тяжелую судьбу. Наша исследовательская работа посвящается тем актерам, которые не просто герои театра или кино, а настоящие герои Великой Отечественной войны. В 2020 году наша страна празднует 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, как нельзя кстати, мы вспомним актеров из любимых фильмов всеми поколениями: «Бриллиантовая рука», «Операция И» и другие приключения Шурика, детские сказки и тому подобное. Ведь многие герои этих фильмов – настоящие герои Великой Отечественной войны. Знают ли об этом наши сверстники? Мы предполагаем, что не всем знакома биография актеров советского театра и кино, а именно их вклад в защите Родины от фашизма. Отсюда следует цель нашей работы – найти сведения об актерах театра и кино, участниках тех далеких событий 1941-1945 года, и рассказать о них своим друзьям и одноклассникам. Изучая биографию актеров кино и театра советского времени, мы были очень удивлены. Узнав о судьбах многих из них, а некоторые даже и не знали. По нашему мнению, многие люди, а тем более наши сверстники, вообще не знакомы с биографией актеров того времени и не знают, какую героическую роль они сыграли в своей жизни и в жизни нашей Родины. Для подтверждения нашей гипотезы мы на базе нашей школы МОУСОШ номер 39 Георгия Александровича Чернова, города Воркуты, провели опрос среди учащихся, их родителей и учителей, в котором приняло участие 35 человек. Участникам мы задали следующий вопрос: знаете ли вы о роли вышеуказанных актеров в Великой Отечественной войне? Результат показал, что большинство участников об этом не знают. Обратим внимание, что в опросе участники были разной возрастной категории, а также провели анализ, как отвечали взрослые и дети. Тем самым мы выяснили, что учащиеся, а именно наше поколение, меньше знают об актерах-фронтовиках, даже малому количеству человек знакомы актеры советского кино. По нашему мнению, причина низкого результата положительных ответов заключается в том, что для современных детей советское кино не популярно, отсюда и незнание актеров и режиссеров. Поэтому сегодня мы о некоторых актерах-фронтовиках хотим вам рассказать. Внимание на экран. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Никулин Юрий Владимирович. В Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом. Уже с первых дней войны батарея Никулина открыла огонь по фашистским самолетам, которые прорывались к Ленинграду. С ранениями он дважды побывал в госпитале. Победу встретил в Курляндии. Первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции, ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием взорвался снаряд, и заряжающим осколком оторвало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто. Так вспоминал свою войну всенародный любимый артист. Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты. А ну-ка, давай, первый садись, Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Всем известный голос волка из фильма «Ну погоди» принадлежит герою Великой Отечественной войны Папанову Анатолию Дмитриевичу. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, он ушел на фронт. Дослужился до старшего сержанта. В 1942 был направлен на Юго-Западный фронт. Там готовилось большое наступление советских войск. Под Харьков были стянуты несколько советских дивизий, которые попали в котел. Немцы перешли в контрнаступление, и советские войска были вынуждены отступать до самого Сталинграда. Под Харьковом Папанов узнал, что значит служить в батальоне, который просит и не получает огня. Там он был тяжело ранен в ногу, попал в госпиталь и в 21 год от роду вышел из него инвалидом. 12 стульев, бриллиантовая рука, операция И. Это все незабываемые комедии Леонида Гайдая. 18 июня 1941 года он закончил школу. Через 3 дня началась война. Вместе с тысячами вчерашних школьников Гайдай записывается добровольцем в армию, но его не принимают по возрасту. 7 февраля 1942 года Гайдай был призван в ряды Красной армии.
Гайдай тяготился световой службой и рвался на фронт. И когда военком приехал набирать на пополнение, Гайдай был первым, кто обратил на себя внимание комиссара. Было это так. Комиссар спрашивал, кто хочет служить в пехоте. И Гайдай немедленно отвечал: «Я!» В кавалерии «Я!» Во флот «Я!» Да подождите же вы, Гайдай, дайте огласить весь список. Из этого случая через много лет родился эпизод фильма «Операция Ы». В 1943 году, возвращаясь в здание, Леонид Гайдай подорвался на противопехотной мине, получив тяжелейшее ранение ноги. А вот эпизод, о котором мы говорили. В нем принимает участие сам Леонид. Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы. Огласите весь список, пожалуйста. Значит так. Цементный завод, Я! погрузка угля, Я! уборка конюшен. Я! Кроме того, Я! да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите. В отрывке из комедии «Приключения Шурика» мы видели еще двух актеров-фронтовиков – Владимир Басов и Алексей Смирнов. Так Алексею Макаровичу Смирнову не было равных в бою. На фронт ушел добровольцем, служил химико-конструктором, а затем командировал огневым взводом. Во время прорыва немецкой обороны в районе деревни Анаковцы 4 марта 1944 года он со своим взводом уничтожил минометную батарею, станковый пулемет и до 30 солдат противника. 20 июля 1944 года противник бросил в атаку до 40 бойцов. Он бросился в бой с личным оружием, воодушевляя товарищей, тем самым отбив атаку. В том бою немцы потеряли 17 солдат, а сам он лично взял в плен 7 человек. 7 января 1945 года его батарея попала в засаду в районе деревни Пасташевицы. Сам он с 3 красноармейцами атаковал немцев. Он лично уничтожил 3 и взял в плен 2 солдат противника, открыв путь к дальнейшему продвижению. Завершить войну в Берлине ему не удалось. Во время одного из боев он был сильно контужен и после лечения в госпитале был комиссован. Мы рассказали не о всех актерах-фронтовиках. Басов Владимир Павлович, Быстрицкая Элина Аврамова, Георгий Зиновьевич Ефимович, Максимова Антонина Михайловна, Мирнов Алексей Иванович, Юматов Георгий Александрович. И список героев можно пополнить еще. Мы рассказали об актерах самых популярных советских фильмов: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Операция и другие приключения Шурика», о режиссере этого фильма. И закончить наше выступление мы хотели бы словами Юрия Никулина. Популярность ко мне пришла из-за съемок в кино. Народ узнавал на мне балбеса, а я и подыгрывала. Действительно, мы знаем актеров по им самых ярких ролям в театре и кино, но совсем не знаем о их жизни. Так, многие из актеров советского кино однажды сыграли свою роль, наверное, самую главную роль не только в своей жизни, но и в жизни нашей страны. Внесли вклад в победу над фашизмом, стали частью истории. Мы помним, мы гордимся вами. Благодарим за внимание.